только лишь наша совесть, вот здесь вот собралась совесть нации. Это люди, у которых болит душа, сердце, и ум не дает спокойно спать, видят, как наш народ, в каких условиях поставлен. Так что никаких выборов в национальном движении быть не может. Это надо запомнить и любому сказать. Выбираются только лишь во власть. Выбираются для того, чтобы, вот когда будет автономия восстановлена, вот, пожалуйста, тогда можете избираться. А Украина создала для нас такие условия. Причем сняла кальку. Уже было такое во время нацистской Германии. В 1934 году были созданы юденраты. Это органы самоуправления, которые самофинансировались. Ведь меджлис, вот сидящий здесь, никто не финансирует из нас. Когда мы посылали делегатов в Москву, мы давали им деньги. Они были наши представители. А какие же те представители, если мы их не поддерживаем, не финансируем? Если нужен орган самоуправления, то есть если, как они говорят, парламент, надо включить в Конституцию, если это государство. Все должно подчиняться, находиться в правовом поле, как сказал Нариман. Начиная, у нас здесь нет национальности. Какой может быть вопрос о восстановлении прав несуществующих национальностей? Первое, значит, менять Конституцию. Если нужен меджлис, это должно быть включено опять в поле АРК Крыма. Будет в Крыму меджлис. Будут на государственном уровне выборы. А то сами себя избирают. Член меджлиса, председатель комиссии. Это анекдот. И второе. Опять я в поддержку Наримана Асана. Нас натравливают с местным населением. Крым имеет право на самоопределение, но вместе с тем населением, которое здесь находится. Поэтому нам нужно искать пути, средства и так далее, сближение с теми, кто здесь живет, но не создавать антагонизм, как пытается это сделать меджлис. На этом антагонизме и строится противопоставление нас. Благодарю.